То есть это такая же новостная лента, такая лента новостей. В данном случае у меня пока здесь пусто. Чат – это то место, где как раз-таки мы можем общаться с участниками, можем общаться один на один, если это какой-нибудь приватный разговор, либо мы можем добавлять нескольких сразу в группах, как мы с вами общаемся. То есть вы видите все мои чаты. Я могу перейти в любой чат, посмотреть, что у меня здесь было, и, соответственно, здесь будут записи собраний. К ним мы вернемся чуть позже. Далее, сервис команды, место, где как раз-таки объединяемся, да, и общаемся, то есть место для обмена общения, для обмена информацией и файлами с классом, для общения. То есть это те самые классы, педагогические объединения, административные группы и так далее. Календарь. Соответственно, это то место, где мы можем заводить планировать собрание. Ну, здесь у меня пока одно собрание. Соответственно, да, где мы планируем. Место как раз-таки для педагогов – это уроки, мероприятия и собрания. Звонки. То есть место, где мы можем в быстром формате для удобной связи связаться с участниками команды в формате аудио. Но также мы можем здесь добавить и видеоформат. Еще один сервис файлы, который находится у нас на панели инструментов. Прошу прощения, что-то подвисает немножечко. Кстати, да, говоря о том, что Teams – это один из немногих сервисов, который может работать на низких скоростях интернета. И мы не говорим уже о таком вебинаре, который проводим мы, да, собрание, в котором несколько человек, здесь видеофайлы, демонстрация, но Teams может работать на низких скоростях интернета, и его будет достаточно для общения внутри чата, для совершения аудиозвонков, для планирования задач, работы в командах. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсик. Меня видно, слышно? Все нормально, Ксения, вас видно, слышно. Единственное, у вас, да, что-то... Ну, что-то вот с демонстрацией. Я сейчас, наверное, включусь, попробую повторно. Нет, у вас просто не работает, я так понял, вот эта закладочка файла, что-то долго крутится. А так демонстрация экрана идет. Ну, я тогда продолжу говорить, как только отвиснет программка. Из-за того, что я просто, да, параллельно включила две программы. Ну и при организации дистанционного урока, естественно, у нас основным шагом является расписание уроков. Мы его составляем в Teams с помощью вкладки «Календарь». То есть мы сейчас рассмотрим как раз-таки организацию дистанционного урока, используя Microsoft Teams вот так пошагово, как это заводила бы я на своем уроке. Соответственно, мы входим в приложение с интерфейсом, которого я вас поверхностно знакомила. Я думаю, все мы знаем, мы проводим собрание. Подключаемся, переходим по ссылке. Соответственно, мы планируем собрание с помощью календаря. Коллеги, я прошу прощения, буквально пару секунд я отключусь.
Так, коллеги, еще раз прошу отписаться в чат. Видно, слышно меня? Все нормально, видно и слышно. Все, здорово. То есть мы продолжаем. Спасибо. В календаре для планирования урока, задачи. То есть мы можем создать, во-первых, у нас есть функции быстрого собрания, когда необходимо 1 на 1, либо небольшое количество участников предварительно собрать, и мы знаем, что все на рабочих местах и за компьютером. Мы можем использовать эту кнопку. И далее для планирования собрания у нас есть кнопочка, она фиолетовая, «Создать собрание». Либо мы можем нажать ее с помощью этой кнопки. У нас появляется диалоговое окно, которое мы заполняем, либо точно так же мы можем выбрать необходимый слот по времени, например, 14 часов. И точно так же у нас... Ксения, что-то демонстрация экрана зависла, если ты сейчас что-то показываешь в календаре. Да, сейчас, секунду. Спасибо. Может остановить ту предыдущую, да, и включить по новой демонстрацию экрана. Включаю. Есть? Да, включилось, все есть. Все, супер. Уважаемые коллеги, вы сейчас тоже все в качестве выступающих можете включить микрофон, задать вопрос или что-то сказать. Но обращайте внимание на свой микрофон, потому что случайно вы можете не заметить, что у вас микрофон включен. Вовремя его отключайте. Спасибо. Еще раз показываю. Мы можем, у нас есть две кнопочки быстрого собрания и планируемое собрание. То есть мы можем запланировать. С помощью кнопки «Создать собрание» нажимаем ее. У нас появляется диалоговое окно, которое мы заполняем. И, соответственно, наше собрание появляется в календаре. Либо же мы можем выбрать любой удобный слот по времени. Двойным щелчком у нас открывается то же самое диалоговое окно. Например, мы можем написать, что урок истории 5 класс, 5 А класс. Дальше мы добавляем обязательных участников. Обязательные участники – это те пользователи, наши ученики. Соответственно, мы их можем добавить. Набираю имя, фамилию данных учеников, они у нас высвечиваются, когда они заведены в этой системе. Либо же, если учеников, либо коллег, которых вы приглашаете на собрание, их нет в вашей организации, в зарегистрированной учетной записи Microsoft Teams, то тогда вы просто вводите адрес электронной почты, ну и так далее, домен, на котором находится. Вы нажимаете «Добавить», и, соответственно, просто этому пользователю на электронную почту приходит приглашение. В данном случае сейчас добавлю еще одну свою учетную запись, например, вот так. Далее мы смотрим дату, проверяем еще раз, мы выставляем время, которое нам нужно, к примеру, там 12:45 закончится урок. Далее мы можем выбрать периодичность. Повторяется каждый день, либо, например, да, если это предмет истории, то повторяется в классе раз в неделю идет. То мы здесь проставляем еженедельно. Повторяется каждый четверг, мы можем выбрать дату окончания и так далее. Ну, например, до конца февраля. Нажимаем «Сохранить». Далее мы можем добавлять канал. Если мы создаем именно учебное занятие, и у нас есть группа, то есть наша команда класса, например, 5 А, если все-таки у нас есть вот здесь обязательные пользователи, которые заведены просто с помощью электронной почты, по email, то канал мы не добавляем.
Если мы уверены, что все пользователи, которых мы добавляем, имеют учетную запись внутри нашей организации, то есть внутри нашей школы, то мы можем выбрать канал. Ну, например, у меня здесь только группа, как раз таки моя организация. Далее можно добавить расположение, можно добавить некоторые сведения, например, изучение новой темы. Все, что необходимо, и все, что педагог считает нужным, мы здесь как раз-таки добавляем. Также у нас есть вверху помощник по планированию. Это такая функция, когда внутри нашей организации, если мы приглашаем нескольких участников, например, я хочу пригласить, это будет открытое занятие, своего коллегу, педагога, то как раз-таки и он имеет запись, учетную запись. Microsoft. Соответственно, здесь высвечивается тот самый календарь, когда я могу увидеть, свободно ли у него это время или нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если на этом этапе все видно, все понятно. И если есть какие-то вопросы, давайте на этом этапе разберемся, поднимите руку. Соответственно, здесь же у нас могут быть необязательные участники, это как наблюдатели, например. Так, я с телефона читаю. Угу. Так, Виктория, спасибо, все видно. Продолжаем дальше. То есть в данном случае помощник по планированию нам помогает выяснить как раз-таки занятость и отображение в календаре, синхронизацию с педагогами и вообще сотрудниками внутри нашей организации. Переходим к описанию. Далее мы посмотрели. Мы можем посмотреть часовой пояс, мы можем параметры ответа, то есть запросить ответы, разрешить пересылку. В данном случае у нас все стоит активно. И здесь мы видим, что у нас регистрация не требуется. Соответственно, любой пользователь может войти как гость, то есть получивший эту ссылку. Далее мы нажимаем «Отправить». После того, как мы нажимаем «Отправить», на электронную почту, которую вы укажете в обязательных участников, приходит оповещение. У участников, которые зарегистрированы в Microsoft Teams, у них вот, как у нас в чате, если вы можете видеть, есть уведомление, да, что одно действие произошло. Также в действиях тоже будет гореть красненький огонечек о том, что есть одно какое-то действие. Когда мы в него перейдем, здесь будет у нас указано, что запланировано, вас приглашают на некоторое собрание. У меня, как у организатора данного мероприятия, сразу в календаре появляется, оно отображается. Далее, если вдруг при организации урока, собрания, у меня нет той рабочей активной электронной почты кого-либо, то я могу скопировать. То есть после того, как мы отправили, появилось у меня в календаре, мы можем открыть, мы можем редактировать описание, мы можем отменить собрание в случае чего. И у нас есть функция «Копировать ссылку». Соответственно, когда мы скопировали, мы можем перейти в любой другой месседж, мы можем написать в почте, в WhatsApp, отправить ссылку на подключение к данному собранию. Так, далее, после того, как мы подключаемся к собранию, у нас становится тот интерфейс, в котором мы сейчас с вами находимся. Мы можем отслеживать количество участников. Также мы можем видеть, что у нас есть категории выступающих и есть категории участников. Когда вы организатор данного собрания и у вас все люди, у вас также есть, отображаются как раз-таки в участниках. Далее мы видим, что у всех микрофон перечеркнут. Если вдруг кто-то включает микрофон случайно, то у организатора, либо у участника собрания, который является выступающим, да, у него есть такие права, может отключить микрофоны у всех участников. Также, если вдруг у кого-то включена
видеотрансляция, и она на данном этапе не нужна, также организатор может ее отключить. Далее мы можем уже в собрании отправить приглашение. То есть мы нажимаем на эту кнопочку. Опять-таки мы можем скопировать ссылку на это собрание. Например, я вошла в какой-либо вебинар, это очень интересно, вижу, что моей коллеги нет, и я отправляю ей эту ссылку. И также мы можем отправить, сразу перейти в электронную почту. Так как у нас Microsoft идет синхронизация как раз-таки с электронной почтой Outlook, то, естественно, если она у вас установлена, то здесь переходит у нас непосредственно в интерфейс программы Outlook. Так. Также я могу выйти. Также у меня есть возможность опустить руки. Например, если я задавала вопрос, естественно, кто-либо из участников поднял руку, ответил, после ответа, либо после того, как один из участников задал вопрос, я на него ответила, чтобы не запутаться, я могу опустить руку. В данном случае, как я это сделала. Также можно перейти в чат. Еще один важный момент. Когда мы находимся и проводим урок, либо собрание в Microsoft Teams, после собрания у нас идет автоматическая выгрузка нашей записи. Соответственно, не надо дополнительно что-либо делать. У нас в чате, я в любое, наверное, перейду свой из чата, где мы можем увидеть, то есть в течение некоторого времени у нас формируется, сохраняется такая вот запись, она будет доступна в чате, и она хранится внутри сервисов в облачного хранилища. Далее, как раз-таки как же происходит сам электронный урок и какие у нас есть возможности внутри нашего приложения. Я сейчас включаю демонстрацию приложения, которое установлено у меня на компьютере. Подскажите, пожалуйста, поменялась ли картинка, видно? Можно также плюсик, да, либо микрофон. Да, видно, все нормально. Угу. Да, то есть здесь мы можем уже более подробно рассмотреть. Это моя учетная запись именно как педагога. Здесь у меня есть те самые команды, о которых я говорила и обещала вернуться к ним попозже. То есть что такое команда? Это объединение людей, участников группы по интересам. В данном случае вы видите у меня учебные команды по различным дисциплинам. Их очень такое достаточное количество у меня здесь. И внутри каждой команды, если мы на нее нажимаем, то доступны как раз-таки интерфейс и все действия, которые я могу выполнять. То есть при организации урока мы здесь как раз-таки можем увидеть некоторые у меня условные ученики. Во время запланированного собрания мы подключаемся к уроку. И также, что здесь может быть еще интересного? Во-первых, если мы включим видеокамеру, у нас доступны возможности фоновых фильтров. То есть мы можем выбрать любой фильтр, мы можем выбрать размытие фильтра, ну и также некоторые заставки. То есть в зависимости от того, что вы проводите, либо это официальное административное собрание, либо это урок в начальном классе, в классе начальной школы, прошу прощения. То есть мы выбираем по необходимости любой фон. И я попрошу сейчас участников собрания, у кого есть возможность включить камеру, попробовать все-таки этот
формат, включить камеру и выбрать любой фон. Кстати, ваше изображение мы будем видеть только в том случае, когда вы нажмете «Присоединиться к собранию». Также при подключении к собранию у нас сразу есть параметры, которые мы задаем, то есть откуда будет идти звук, включить, выключить микрофон на телефоне, звук в комнате и так далее. После того, как мы здесь сделали все настройки, то есть выбрали необходимый, здесь может быть еще список, если у вас подключена гарнитура, то можно выбрать гарнитуру, опять-таки по ее наименованию. После чего мы нажимаем «Присоединиться». Так, коллеги, подскажите, у кого получилось изменить фон, у кого есть доступ? Напишите, пожалуйста, в чатике, чтобы я увидела. И все ли понятно на этом этапе? Если нет, вы можете поднять руку, задать вопрос, либо включить микрофон. Коллеги. Ну, я подразумеваю, что, наверное, в принципе, вопросов не возникло. Надеюсь, что все попробовали. Так. Ну вот я поменял фон, сейчас на шикарном фоне каком-то сижу. Ну вот, замечательно. Я не знаю, может... ну они все, практически все выступающие, у всех должна быть возможность это сделать. То есть мы нажимаем 3 точки, и там нажимаем эффект фона. Виктория, у вас получилось фон поменять? Микрофон можно включить. У вас выключен микрофон. Ну да, получилось вроде. Спасибо. Да, Ксения, можно продолжать, наверное. Ксения пропала куда-то. Коллеги, пожалуйста, подпишитесь, видно ли, слышно? Да, слышно. Да, все, супер, отлично. Так, изображение есть? Пока нету. Сейчас, секунду, еще раз. Да, появляется. Все есть нормально. Да, то есть когда мы нажимаем «Присоединиться», интерфейс подключения отображается. Сейчас, еще раз, секундочку. Так, коллеги, то, о чем я говорила, я заметила, что произошла небольшая помеха именно с демонстрацией. Вот то окно, когда мы нажимаем «Присоединиться», то есть мы переходим по кнопке «Присоединиться», у нас выплывает такое диалоговое окно для настроек. Мы здесь можем настроить звук, как я уже сказала. Здесь мы можем, если мы нажимаем значок «Включить камеру», нам становятся доступны фоновые фильтры изображения, то есть мы можем либо отменить, либо выбрать любой фон из такого небольшого количества, но достаточно минимально такие необходимы для
замены фона. Если мы отключаем камеру, естественно, функция недоступна. Нажимаем «Присоединиться». Я сейчас этого делать повторно не буду, чтобы не было конфликта. Соответственно, вы находитесь как раз-таки внутри данного собрания после отслеживания. Далее у вас, соответственно, есть функции. Для проведения урока. Это такие, как поделиться содержимым, что я сделала. Вы можете поделиться. Сейчас, секунду, еще раз. Все-таки попробуем. Для того, чтобы наглядно показать. Если я подключаюсь к собранию, соответственно, вот мое собрание, у меня становятся доступны функции. Если приложение установлено на компьютере, либо на любом устройстве, Microsoft Teams имеет установочные форматы, то есть мобильного, планшетного вида. Помимо поднятой руки, у нас есть как раз-таки функция с реакциями. И здесь мы можем поставить любую из реакций. Соответственно, также поднять руку можно. Мы можем поставить лайки, посмеяться и так далее. Все это отображается. Естественно, опять-таки у нас на панели справа, если мы включаем участников, либо также у нас включается чат. То есть как раз-таки то различие, о котором я говорила. И здесь у нас все подсвечивается, все функции, которые вы выполняете, у нас имеют такую небольшую подсветку. Далее. У меня есть функции как раз-таки поделиться содержимым. То, чем пользуется как раз-таки ведущий мероприятия, либо педагог. Здесь мы можем поделиться экраном, то есть включить полностью. Мы можем включить окно. Здесь у вас будут отображаться те окна, которые у вас открыты на рабочем столе, то есть на панели. Далее, так как у нас специализированный сценарий для образования, у нас появляется как раз-таки электронная доска. И далее мы можем загрузить как раз-таки все наши презентации, если это необходимо. То есть у меня уже есть загруженные в мое облачное хранилище в OneDrive презентации, которые были ранее загружены. Я их могу повторять, включать. Рассмотрим доску. То есть я включаю демонстрацию своей доски. Опять-таки здесь при подключении мы можем настроить вариант, когда редактировать могу только я, то есть я как педагог пишу, и доступа у других участников к доске нет. Ну, здесь уже автоматом у меня стоит, что совместная работа. Соответственно, если бы находились в данном собрании, мы могли бы включить эту доску. Я сейчас переключусь на собрание, в котором находимся мы, и включу эту доску, сделаю совместный доступ, и каждый попробует на ней написать. Вячеслав Алексеевич. К сожалению, мы совместно сейчас не сможем попробовать, потому что у меня это учетная запись. Я нахожусь в браузере, то есть это облачный сервис. Как раз-таки при скачивании на ваше устройство доступна именно доска, которая нам сейчас необходима. Хорошо, я сейчас просто это продемонстрирую, и в последующем, если у нас есть участники, которые находятся
непосредственно в приложении установленном на компьютер. Давайте попробуем выполнить следующие действия. Так, Вячеслав Алексеевич, вы с компьютера находитесь? Да, к сожалению, тоже с браузера. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики или поднимите руку, кто у нас находится как раз-таки с приложения вошел, именно установлено на устройстве. Коллеги. Так. У нас были участники, которые поднимали руку, что они находятся у нас. Именно имеют учетную запись, находятся не в браузере, а в приложении. Коллеги, поднимите, пожалуйста, руку. Я дам еще раз подробную инструкцию, и мы совместно с вами попробуем поработать. Так, все стесняются. Сейчас попробую быстренько скачать, установить. Угу. А я пока покажу возможности действия электронной доски. Соответственно, у нас есть перо различного типа, мы можем сменить толщину, мы можем поменять его цвет и так далее. Например, мы можем что-то написать, мы можем что-то подчеркнуть, у нас есть маркер, и, естественно, мы это все можем удалить. Также мы можем построить, точнее вырезать какую-либо область. Сейчас, секундочку. И перенести ее. Если вы работаете с мышкой, то нужна сноровка некоторая. Работать нужно потренироваться. Хорошо. Либо же, если работаете с телефоном, можно сразу пальцем писать, либо можно работать непосредственно стилусом, если это планшет. Помимо того, что у нас есть рукописный текст, да, мы можем что-либо там написать. Мы также можем ставить печатный текст, добавить на этой доске. Мы можем включить замещающий текст, то есть мы можем выбрать некоторую картинку, либо наоборот, мы здесь можем написать то же самое, но оно будет у нас интерпретироваться. Мы можем также поменять либо на передний план, либо на задний переместить. Можем редактировать, поменять цвет и так далее. Можем скопировать кнопками. Мы можем построить фигуры. Так, таким образом. Все то же самое. Мы можем поставить реакции. Какие нам необходимы вопросы, лайки. Да, к примеру, если правильный ответ, мы можем отметить, что да, это правильно. Так, коллеги, кто-то пытался включить? Пожалуйста, сообщите демонстрацию экрана. Либо это у меня выбило. Возвращаемся. Точно так же мы можем удалить, либо используя кнопку Delete, выделив, либо используя корзину. Реакции. Далее мы можем загружать изображения, мы можем их находить непосредственно с компьютера, которое у вас есть, да, или с устройства загрузить. В данном случае у нас есть некоторые шаблоны, например, часто используемый мозговой штурм, к примеру, мы можем
какую-либо таблицу, которую мы в последующем заполняем. Также пространство у нас неограниченное. Мы можем увеличивать, уменьшать и двигать куда хотим. То есть у нас есть шаблоны, некоторые конструкции. Алгоритмов, оформление, стратегии, планирование плана, то есть планировщик какой-то и тому подобное. То есть вы можете подробнее со всеми ознакомиться. Для презентации удобно использовать. Вы также можете заранее подготовить, войти в собрание и подготовить новый материал таким образом. Дальше, естественно, мы также можем подгружать документы. Документы мы можем загрузить либо с файлов, как раз-таки облачного хранилища OneDrive, то есть это то хранилище, как я уже сказала, это облачная система хранения данных именно от Microsoft. И как раз-таки сервис OneDrive, он интегрирован в приложение Microsoft Teams, поэтому у нас есть свободный доступ к нему внутри Teams. Все, что мы расположили ранее, мы можем отсюда взять и разместить. Ну, например, некоторая презентация. Во-первых, у нас здесь будет показана страница, и мы можем выбрать, либо мы можем публиковать все, либо некоторые файлы, отдельные страницы. Также в папке «Последние» все, что выделились последние несколько дней, здесь хранятся. Либо мы можем перейти в каждую из каналов, и здесь мы увидим, у нас также есть внутри каналов, внутри групп, с которыми ранее работали, есть папки, которые также хранятся в хранилище OneDrive. Попробуем еще раз загрузить презентацию. К сожалению, пока, видимо, не хватает ресурсов одновременно находиться в двух собраниях и выполнять некоторые действия. Также мы можем добавить в заметки, то есть некоторые стикеры. Допустим, что-то объяснили и написали некоторый текст, чтобы обратить внимание. Какие-либо значимые события, мы можем выбрать любой текст, естественно, заметки и так далее. Можем прям поставить несколько. Таким образом, и каждую заполнять по теме, допустим. Также заметками удобно пользоваться именно сеткой для выполнения заданий по предметам, которые требуется вставить несколько вариантов решения, например, математика, если пример как раз-таки имеет несколько вариантов решения. Далее у нас есть формат рукописного ввода на доске. Это как раз-таки то перо, которое мы использовали. У нас есть стрелочка, которой мы просто можем перемещать, передвигать наше пространство. То есть нам не надо все время удалять, мы можем просто подвинуть, и у нас будет чистая область для того, чтобы продолжить. На этом этапе есть ли какие вопросы? Все ли понятно? Вы также можете поднять руку, задать вопрос, и можно голосом сказать. Ксения, я думаю, понятно, но все умеют работать сейчас с электронными досками. Я думаю, что можно идти дальше. Хорошо. Далее. При подготовке как раз-таки к уроку мы можем работать с файлами. Это как раз-таки та область, куда мы можем
подгружать, загружать наши данные. Как раз-таки здесь у нас есть сервис OneDrive облачного хранилища. Мы можем добавлять их несколько. Например, у меня может быть несколько учетных записей, и я могу иметь несколько файлов. То есть это тот сервис, который может быть использован как и отдельно, вне зависимости от приложения Microsoft Teams, так и совместно. Все общение у нас происходит внутри команд. С нашими учениками. Если мы перейдем в любую команду, у нас везде есть канал «Общий». Это как раз-таки то узконаправленное место, где как раз-таки вы общаетесь с учениками. При создании при создании команды, то есть у нас внизу есть присоединиться либо создать команду. Если мы создаем команду, так поверхностно сейчас у нас есть 4 варианта, то есть мы можем выбрать класс, профессиональное сообщество, то есть для преподавателей, административный персонал и какой-нибудь там, например, родительский чат создать. В данном случае мы выбираем класс, это как раз-таки будет наш класс. 7 пусть будет так. И здесь мы можем точно так же немножко рассказать, для чего эта команда. То есть здесь, допустим, это будет учебная команда. Нажимаем «Далее». При создании команды мы также добавляем обязательных участников. Например, мы добавляем преподавателей, которые необходимы нам. И нажимаем «Добавить». Также мы нажимаем «Добавить участников». Ксения, а у нас не получится сейчас создать команду вот участников семинара? Они сами туда не смогут записаться? Надо только их записывать, да? Да, для того, чтобы создать команду, мне как раз-таки мы команду добавляем только те электронные пользователи. адреса, по крайней мере, нужны, да? Да. Далее у нас в команде, которую мы сейчас создали, есть также несколько вкладок. То есть здесь публикации, в дальнейшем здесь будут опубликованы все варианты работы, то есть все действия, которые происходили. На примере мы вот здесь можем посмотреть. У нас были собрания, у нас были назначены задания и так далее. В нашей команде пока здесь пусто. Далее файлы. Здесь как раз-таки хранятся все эти файлы, которые мы загружали непосредственно. Мы можем, здесь у нас автоматически создается папка «Учебные материалы», которая пуста, вы ее наполняете. Наполняете с помощью функции «Создать». Здесь можно создавать папку, в которую мы можем загружать данные. С помощью кнопки «Отправить». Если мы хотим загрузить файл, то мы переходим, и у нас загружаются непосредственно те файлы с рабочего стола, ну вообще с вашего компьютера, либо с устройства, с которого вы работаете. Дальше точно так же мы можем загрузить папку. Можно создавать отдельно файлы wordовские, файлы Excel, PowerPoint. Здесь мы можем создать записную книжку OneNote, либо книжку для занятий класс ноутбук, формы опроса, то есть формы для создания опросов и тестов и так далее. Записная книжка для занятий. То есть есть у нас просто записная книжка OneNote, и есть записная книжка именно для занятий. Она еще имеет название класс ноутбук. В данном случае мы сейчас ее настроим. Мы можем либо новую создать, либо если вы работали отдельно в приложении класс ноутбук, либо OneNote, у вас уже есть существующая книжка. Есть некоторые настройки, они идентичны приложению OneNote. То есть мы смотрим для
того, чтобы работать в записной книжке для занятий, у нас есть пространство для совместной работы, библиотека содержимого, раздел для преподавателей, ну и записные книжки учащихся. Да, у нас все есть, нам этого достаточно, мы добавлять, убирать ничего не будем, настраиваем так, как есть. Мы смотрим, что при создании учетных записей, то есть какие, можно сказать, электронные тетради будут у наших учеников, мы можем что-то добавить, что-то удалить, например, и создаем. Для чего нужна записная книжка, интегрированная в приложение Microsoft Teams? Если мы проводим именно онлайн занятия, то есть как мы с вами общаемся, то нам гораздо проще. То есть мы в Собраме подготовили некоторые материалы, и мы можем публиковать либо в беседе, в чате собрания, либо демонстрировать это все на рабочем столе, необходимые материалы, либо подгружать на электронную доску. Записная книжка удобна в том случае для организации такого электронного урока офлайн, когда вы назначаете задание, но у вас не происходит вот такой вот визуальной связки 1 на 1. Возможно, как раз-таки работать на низких скоростях интернета. В данном случае в записной книжке, главная страничка будет. И если мы раскроем, у нас есть несколько основных разделов, то есть библиотека содержимого. Это как раз-таки то пространство, которое может быть наполнено и редактировано только учителем, либо организатором. То есть это такое пространство, где мы можем писать, соответственно, наш текст, мы можем ставить таблицы, мы можем добавить файл, то есть он у нас включается, мы можем его добавить либо как ярлык, который открывается, либо как вставить как распечатку файла. То есть в данном случае появляется распечатка, если мы выберем презентацию, она у нас будет в некотором таком виде. Далее мы можем вставить рисунок. Соответственно, мы можем его загрузить либо с устройства с камеры, либо сразу найти в интернете, либо из файла, то есть загрузить с камеры, если это планшет, либо телефон, то есть сразу сфотографировать. У нас есть функции звука, когда мы можем включить, да, сейчас не буду это делать. Предоставляем доступ, мы можем записать аудио, допустим, пояснение какому-либо определению и выгрузить его, и каждый ученик может послушать. Также мы можем ставить символы, у нас есть возможность рисования, функция рисования, точно так же у нас есть перо, где мы можем написать, либо нарисовать, мы можем выбрать маркер, мы можем это все удалить, выделить текст, перенести его. Так, далее. Еще по вставке. Есть у нас функция математики. Работает она в том случае, когда мы выбираем функцию рисования. Например, мы пишем руками некоторый текст и в дальнейшем выделяем его полностью так, чтобы у нас все наши элементы были подчеркнуты. И выбирая функцию математики, у нас как раз-таки происходит замена рукописного текста на математический фрагмент. Таким образом. Далее, это все, что касается библиотеки содержимого. Здесь работает педагог, он загружает, это такого рода демонстрационное поле. Здесь можно размещать некоторые картинки, справочные материалы и так далее. То есть он является только для педагогов. Дальше есть у нас пространство для совместной работы, Collaboration Space. Здесь как раз-таки это уже совместная работа, добавляя страницу, называю ее,
как угодно. Здесь могут уже работать, соответственно, все. К примеру, я могу здесь задавать вопрос, и мне на него может отвечать сразу же ученик. Сейчас. И здесь же мы можем посмотреть версии. Кто когда написал, что написал. Например, мы выбираем функцию. Мы выделяем файл. И есть отдельная функция, как раз-таки посмотреть. Вот, вид. Да, мы выбираем функцию записной книжки. У нас появляется раздел «Вид», и здесь уже мы можем посмотреть версии страницы. Также у нас есть показать авторов, то есть мы можем видеть, кто написал, когда написал. Да, то есть если мы возьмем версии, то у нас будет отображаться в этом списочке все версии, там, допустим, более ранние к более поздним. И мы можем отслеживать, кто какие изменения внес. И дальше у педагога здесь есть непосредственно папки с именем учащихся. И у них есть, как я сказала, некоторые электронные тетради, которые мы можем наполнять, и в которых мы можем работать индивидуально, например, размещая дифференцированные задания, как раз-таки подгружать домашние задания, если они также дифференцированы, и тому подобное. Здесь как раз-таки у нас есть функция, что у учителя, у педагога будет список всех учеников, то есть у него будет доступ к папкам каждого ученика. У меня, как ученика, допустим, если меня зовут Вера Сидорова, то как раз-таки, когда я захожу, у меня доступно просмотру к редактированию только пространство для совместной работы, Collaboration Space, и мои папки. Папки других учеников мне недоступны. На данном этапе все ли понятно? Может быть, есть вопросы? Просьба отписаться в чат. Ну и, соответственно, у нас есть в Teams такая кнопка, как назначение заданий. Здесь мы можем, это специализированный сценарий для образования. Здесь у меня уже есть некоторые данные. Мы видим, что у меня есть данные задания, возвращенные, проверенные, есть черновики заданий, которые я назначала. Здесь можно создать задание. Мы его выбираем в зависимости от формата, создаем тест либо задание. Если мы набираем задание, у нас всплывает диалоговое окно, мы выбираем класс, которому мы это назначаем. И здесь мы уже заполняем, здесь интуитивно все понятно. Мы можем добавить критерии оценивания, если они у нас есть. Мы можем добавить инструкцию в различном виде, вложить файл, создать файл приложения, наименование нашего задания и непосредственно как это будет происходить. Допустим, мы здесь можем написать инструкцию, подготовить презентацию, и, соответственно, ученик уже отвечает на этот вопрос, у него будет возможность ответить и подгрузить точно так же файл, который он подготовил. Если мы выбираем формат теста, то, соответственно, мы также выбираем класс и с помощью уже функций приложения Microsoft Forms создаем уже форму опроса, тест, либо форму, на которую нужно ответить. Задания у нас приходят по назначению. Вот как раз-таки здесь мы можем смотреть проверенные задания, как это выглядит. Мне приходит уведомление, что кто-то сдал задание. Я могу проверить каждое задание.
и просмотреть его. Коллеги, на данном этапе все ли понятно? Есть ли вопросы? Может быть, дополнения? Может быть, что-то я не показала, что вот вам принципиально необходимо сейчас знать. Это вот такой поверхностный, можно сказать, демонстрация перехода от одного действия к другому для того, чтобы организовать собрание и какие сервисы мы можем в нем использовать. Коллеги, прошу, пожалуйста, вы можете поднять руку, задать вопрос в чате, сразу написать, либо можете поднять руку и, да, я увижу вас в порядке. В очереди можно ответить, задать вопрос голосом. Да, Мария, вы можете включить микрофон и задать свой вопрос. Алло, я хотела спросить, где можно запись, потому что я поздно подключилась из-за работы. Вот, да. Где запись можно посмотреть? Запись будет в видеозале, там же у нас в видеозале и в нашем чате. Вот в этом чате вы потом, когда выйдете, мы закончим наше собрание, в чате вы можете ее сохранить. Даже не надо сохранять, она у вас постоянно будет доступна. Я правильно говорю, Ксения? Да, то есть вот наш чат, в котором мы находимся. Когда закончится собрание, запись будет выгружена по принципу вот такому. То есть после того, как ей потребуется некоторое время системе для того, чтобы обработать, сохранить и выгрузить запись. И она будет доступна. Вы сможете перейти по ссылке, открыть, получить ссылку и посмотреть. А я вот с телефона как бы не очень удобно, если я сегодня отключусь, а завтра посмотрю. А если вы вошли как гость, то это будет проблематично. Если у вас есть учетная запись, по которой вас приглашали, то, соответственно, чат вам будет доступен. Еще хочу сказать, что чат доступен всегда, пока вы не покинете группу, либо вас не исключат из этой группы. Например, да, если у вас есть в любом случае в видеозале на сайте Криро завтра эта запись будет выложена. Да. Выложена, да? Да. Ага, хорошо, понятно. А вообще я могу просто по ссылке из почты своей пройти обратно и увидеть там эту ссылку и эту запись? Но если у вас есть учетная запись Microsoft Teams, то вы, перейдя по ссылке, войдете как раз-таки в приложение, и вам доступна будет как раз панель инструментов, и в чате вы это сможете найти. Если у вас нет учетной записи, то вы перейдете по ссылке и просто войдете в собрание. К сожалению, доступа такого не будет. Но в любом случае Вячеслав Алексеевич сделает выгрузку, и это будет все доступно к просмотру. Ага, хорошо. А эта программа платная или не платная? Я вот на начало не успела. Программа Teams является абсолютно бесплатной. Есть, конечно, мы говорим сейчас о тарифном плане А1, который школа может и вообще любая образовательная организация зарегистрировать и пользоваться. В принципе, здесь у нас расширенные возможности именно для образования, да, назначение заданий, обработка материалов и так далее. Но если нужны уже более профессиональные углубленные функции, то это там дополнительно подписки платные. Но для начала, чтобы познакомиться с программой, начать работать, достаточно зарегистрироваться по тарифному плану А1. Понятно. Мария, вы какая школа? 42-я Воркута. 42-я Воркута. Ну, вам надо уточнить у вашего программиста, если есть, зарегистрирована ли школа ваша, вот, имеет ли она учетную запись Office 365. Если зарегистрирована школа, то вам должны выдать учетную запись, и у вас это все будет бесплатно. Но, по-моему, Ксения, если вот так просто зарегистрироваться на сайте Office 365, там ограниченный там Teams не входит. Да, если как людям, если школа не зарегистрирована, вот получить доступ, вы как-то можете помочь им?
Мы можем ознакомительно, да, создать учетную запись для того, чтобы там ограниченную по времени на своем домене. А для школы, именно смотрите, чтобы у нас были доступны все программы для образования, это класс ноутбук, да, записные книжки, это Microsoft Teams, необходимо получить образовательную лицензию, это как раз-таки А1. И ее можно получить на официальном сайте Microsoft, это Office.com. Для регистрации могут получить только те учреждения, которые имеют лицензию на оказание образовательных услуг, то есть школа. Ксения, ну у школы, скорее всего, есть эта лицензия, но не все школы создают свою, будем так сказать, свой кабинет. Да. Встречаясь с Вот, определенными поэтому, трудностями, принципе, не у всех школ, вот как у нас, например, да, у нас у КРИРО, и мы создали, у нас есть свой, так сказать, личный кабинет, и вокруг него все остальное создаются, все участники и прочее, прочее. А не все школы вот идут до конца уже и создают это, регистрируют свою организацию, свой офис. А вот как, если офис у школы не... Хотя лицензия у них у всех есть. Они все покупают эти лицензии. У них есть офис на лицензии на Office 365. Как, если школа не зарегистрировала свой личный кабинет, будем говорить так, как сотрудникам школы... Не завела учетку, вы имеете в виду? Да, не завела учетку, будем говорить так, административную, и не начала работать. А люди хотят вот использовать тот же Teams. Как им быть? Вот что бы вы посоветовали? Ну, в таком случае нужно проговорить внутри школы, внутри организации. Выяснили, что у нас лицензия есть, но нет учетной записи. Тогда мы выясняем, кто у нас администратор, кто будет отвечать за это. Может быть, это учитель информатики, может, это системный администратор. И уже непосредственно это системный администратор, имея доступ, он регистрируется на сайте, приходит доступ, если есть ключ, он вводит там, и у него являются права администратора, и он уже как администратор может назначать внутри организации учетные записи педагогам, назначая лицензию педагога, и ученикам. Соответственно, помочь разобраться, завести учетные записи мы вам поможем. То есть школа может в любом случае обратиться в нашу организацию, либо обратиться в Институт развития образования, да, Вячеслав Алексеевич, да. А мы с вами уже будем взаимодействовать. То есть, Мария, вам вот как участнику и желающему использовать этот продукт, надо перед администрацией как-то инициировать. Может, вы сами возьметесь и будете администратором. Да, то есть надо... Ну, и нам тогда заявочку отправляйте нам, мне лично, и мы уже будем с вами прорабатывать вопрос регистрации образовательной организации. Хорошо. А так вы можете на сайте Office 365 зарегистрироваться индивидуально, но там ограниченная тогда версия, конечно, и там Teams не входит в ту версию. Но браузерный вариант в любом случае вы можете использовать, участвовать вот в мероприятиях в браузерном варианте. И еще преимущество, конечно, это то, что у вас будет облачное хранилище. Если школа зарегистрируется, то у каждого участника облачное хранилище 1 терабайт для хранения документов. То есть это достаточно большое хранилище, бесплатное причем. То есть выгодно школе иметь вот этот офис у себя и учителям для хранения документов, даже для того, чтобы чисто хранить документы какие-то. Ну, как бесплатный школьный сервер, только в интернете. Да, бесплатный школьный сервер. А еще, Ксения, а вот если я купил компьютер, у меня установлен офис, мне Office 365 как, тоже бесплатно идет? Есть у меня лицензия на 365 офис? Ну, насколько я знаю, там у нас есть некоторые услуги, когда базовый пакет подключен. Юля Терентьева, если ты сейчас еще с нами в эфире,
Ты, наверное, Ну, более ладно, компетентна, да, в этом вопросе. это другой вопрос, мы отвлеклись от темы. Там, скорее всего, даже и стоит офис, но он тоже ограниченный на Ну, я знаю, что покупательную. при поставках некоторых программных продуктов идет лицензия А1, ну да, она как раз-таки это облачные сервисные, точнее, это облачные серверы, с которыми мы работаем непосредственно в браузере, в интернете. То есть здесь необходимо подключение к интернету. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, можем продолжать. Так, Вячеслав Алексеевич, я, наверное, все, что хотела рассказать, вот На так. сегодня все, да? На сегодня, да. То есть Ну, ознакомительная такая да, программа. да, Также, коллеги, если у вас возникают вопросы, я понимаю, что сейчас мы посмотрели, нужно осознать информацию. Да, возможно, у вас к вечеру возникнут вопросы, завтра возникнут вопросы. Еще раз напоминаю, что чат у нас является постоянным, он бесконечен во времени. Те, кто входили под учетной записью и имеют, вы можете написать в чат. Кто заходил как гость и в какой-то момент, да, после выхода у вас станет недоступным чат, вы можете написать, я думаю, что, Вячеслав Алексеевич, через вашу почту будет удобно, либо я сейчас в чате напишу свою электронку, и вы можете напрямую нам задавать вопросы. Я тоже Именно сейчас... по этому вебинару до конца недели мы готовы будем ответить. У меня еще возникла идея, вот для тех все-таки, кто хотел бы работать, а в школе нет учетки. Вот возвращаясь к нашему вчерашнему, позавчерашнему разговору по образовательному кольцу. Коллеги, если есть директора, если есть заучи, может быть, сейчас совместно вот с компанией «Цифровые технологии» мы на домене comiedu.ru сделали для всех образовательных организаций учетные записи. Ну вот, возможно, для каких-то собраний, видеоконференц-связи. Ну, для разных моментов это может быть. И вот для тех учителей, где у школ нету, может быть, по вашей заявочке, может, и сделаем отдельные учетные записи вам. Не используя там ни фамилию, ничего, а просто там участник, у вас будет учетная запись участник, номер 100 там, предположим. И вы тогда можете тоже пользоваться и использовать. Так, сейчас я пишу в чате свой адрес электронной почты, кого, если да, что-то... я написала свою электронку training@itcenter.ru, это непосредственно моя учетка. Вы напишите с запросом, в теме письма вы можете написать участник вебинара, да, сегодняшнее число, чтобы я вас сразу идентифицировала. Да, удобный сервис, удобно здесь все, то, что все под рукой, удобно его использовать, конечно. Ну и об остальных возможностях мы с вами поговорим на следующих встречах. Наши встречи будут ежемесячные. По поводу образовательного кольца мы еще раз встретимся и объясним все это где-то после, наверное, после праздника. В конце февраля у нас намечен установочный вебинар. Но вот такая работа проведена, у каждой школы будет аккаунт и доступ к 365 офису, даже в том случае, если они не создали свою учетную запись, не создали свой личный кабинет для того, чтобы можно было подключать и учителей, и детей вот в свою, так сказать, зачислять свою компанию. Так, я сейчас посмотрю, у меня фон не поменялся там в ходе встречи. Установил я стационарный офис, но уже не буду включаться в него, переключаться. Можно Ну, было. да, Так. в данном случае у меня на у нас с протяжении... тобой одинаковый фон, да? Я смотрю. Возможно, да. Вот, я не помню, какой я выбирала, но такой максимально не бросающийся в глаза, чтобы, да, не отвлекать внимание. Коллеги, на этом заканчиваем тогда. Если вопросов нет, то спасибо за участие. А запись будет завтра выложена на
там же в видеозале по той же самой ссылке, по которой вы заходили из письма, из информационного письма или из нашего анонса на сайте Криро. Всем удачного вечера, здоровья. Спасибо, Ксения. До новых встреч. Да. Спасибо большое за приглашение участникам, за то, что они подключились и были с нами. Все. До следующего вебинара. Всего доброго. И еще напоминаю, вопросы мы пишем в обязательном порядке.